Архитектурный облик здания возле федеральной трассы цепляет взгляд проезжающих, однако за красивым фасадом в римском стиле скрывается неприятное зрелище. Летний амфитеатр постепенно разрушается. Масштабы бедствия заметны невооруженным глазом. Трещины, вздувшийся потолок и плитка, а еще влага и плесень, которые то и дело проступают в разных местах. Здание амфитеатра на протяжении многих лет заливало дождями и растаявшим снегом. На этой крыше сегодня что происходит у нас? В дождь, в снег, эта крыша, она где-то сантиметров 10, 12, 15, мы даже замеряли, поднимается водой полностью. И вот с этого порога она перетекает на второй этаж. И первый этаж, здание, под которое находится эта крыша, она находит свои лазейки и начинает это все протекать. Построенное и введенное в эксплуатацию в 2012-м, здание должно было стать прототипом Колизея. Но повторить судьбу древнеримского амфитеатра, которому уже около 2000 лет, у Ингушского не вышло. Почти через 10 лет экспертная комиссия признала его аварийным и непригодным для эксплуатации. Страдали из-за сырости и протечек не только на верхнем этаже. То и дело подтапливало подвал и основание здания. Со второго этажа здесь есть маленькая трубка, да, куда непосредственно вытекает эта вода. В зимний период вот это место, оно полностью облегается льдом, потому что она не успевает, и она вообще переливается. За счет этого вот эта стена, вообще вот эта стена, где дождь выходит с других труб, да, она вообще сыреет. Но что происходит дальше? Дело не в этом. Она поступает по этим трубам сюда вниз, где нету водоотвода дренажного, чтобы вода от этого здания уходила куда-то в другую сторону. Вот и получается замкнутый круг. Вода подтапливает верхний этаж, стекает по желобам вниз и уже заливает основание здания и подвал. Ошибки проектных решений привели амфитеатр к постепенному разрушению. Здесь у нас под этой плиткой есть некие пустоты. Значит, сюда вода заходит, и она идет прямо под это здание, в подвальное помещение. Оно идет прямо в сам фундамент. От чего он не сохнет, от чего он постоянно сыреет. Работа с риском для жизни. С середины 2012-го в этом здании базировалась Госфилармония имени Хамхоева. По словам Руслана Куштова, заплесневелый амфитеатр спровоцировал аллергию и различные заболевания дыхательной системы у его подчиненных. Запах сырости, к сожалению, камера передать не может, но уж поверьте на слово, он ощущается здесь везде. Люди на самом деле начинали уже болеть, и что-то с ними происходило такое, что они просто обращались к врачам и не понимали, что происходит. А когда начали исследовать, анализы сдавать, и климат, условиях, в которых они работали, оказывается, вот это пагубно влияло на их здоровье. То есть работать здесь, находиться в этом здании, я считаю, что это вообще нецелесообразно. Теперь Госфилармонии имени Хамхоева приходится ютиться в приспособленном здании, потому как находиться здесь, в амфитеатре, было опасно для жизни и здоровья. Ранее с инспекционной поездкой в здании амфитеатра побывал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Там не может находиться здоровый человек, там все в плесени, в сырости. А инструменты, которые мы столько денег, вы их загубите, там сырость, сухость, сырость, сухость. И знаете, на чем они живут? Вот я сказал, выясните мне, сколько электроэнергии. В силу того, что не поставили надлежащие отопительных батарей, все рушится. В подвале вода. В кабинете директора, вот она, дождь пошел, и вот все течет у него. Потолок всех этажей, он уже влагой напитался, и он как бы в плохом сарае провис везде. Летний амфитеатр являлся самым большим в республике концертным залом под открытым небом, рассчитанным на 1300 зрительских мест. И пока не ясно, будут это здание ремонтировать или оно все же пойдет под снос. К слову, строительство здания Госфилармонии запланировано на ближайшие годы. Тамара Хшагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.